Пастух, один против целой банды. Чьих баранов ты спасал? А раз Бая, значит, жизни своей не пожалел ради Бая. Слыхал я, закон новый вышел. Говорят, землю и воду беднякам хотят отдать. Если это так, то и стада байские поделят, верно? Верно, друг. И подписал этот закон Ленин. Ленин? Верно, Ленин. Возьми, пусть у тебя будет. Ленин. Ленин. Ну, мне пора. Тебе помогать иду. Эй, брат, как зовут тебя? Соловьев Николай. Мы еще встретимся. Помешал нам угнать твое стадо туда за город. Он всех пастухов сбивает. Довольно, говорит, работать на Бая. Надо убрать Дурды. Хотел моей земли, Бай. Я Дурды прикончу, со твоего с лица земли прикажи. Нет, времена не те. Умнее надо действовать. Убеди стадо, который пасет Дурды 5 век, только осторожней. Хорошая голова у Бая, очень хорошая. Найди Нефеса. Пришли его сейчас же сюда ко мне. Понял? Поторопись. Все исполним, Бай. Понял.
Старая, поскорее не можешь? Смотреть тошно. Сиди. Жирен, Жирен, что это? Тебе нехорошо? Это ты, Гюджан? Жиренчик, это тебя лица нет. Когда малютка кричал, и голодный бедняжка уснул. Молоко у меня пропало. Это у тебя от голода. Бери скорее, съешь. Вдруг и у меня тоже не станет молока. Ой, милая, ты ждешь ребенка. И мне так страшно, Жирен, дорогая моя. Неужели я вот так же буду мучиться, как ты? То ты мне рассказывал, что скоро бедняки землю и воду получат. Многие так говорят. Ах, какое это было бы счастье. Вы тут болтаете, а работа кто будет? Что ж, подруга, нельзя даже поговорить. С голоду подохнешь со своим щенком, если будешь так работать. Как вы можете ребенку смерти желать? Как ты смеешь указывать старший Кому я говорю? Вот что? Ну, погоди, пастух, я тебе это припомню. Ну что ж, Чебан, ты думаешь, если власть стала бедняцкой, значит, можно и руку поднять на жену Бая? Мне ведь недолго тебя и прикончили. Ну! Хорошо, я тебя прощаю. А сейчас скажи, кто разрешил тебе пригнать стадо в загон? Пора нам счеты свести. Счеты свести? Со мной? А с тобой? 10 лет я у тебя баранов пасу. Хватит. Ты заплати, что я заработал. А не заплатишь, пойду в Батравский комитет. Вон ты как заговорил со мной. Свою власть почувствовал. Отправляйся, если вздумал. Жаловаться на меня тебе не придется. У Арсбая слово твердо. Что должен отдам, и без тебя не пропаду. Нетес, ты зачем приехал? Разве ты меня не звал? Меня прислал Кирки. Он тебя за счастьем прислал, Нетес. Что ты скажешь, если из подпасков я сделаю тебя пастухом? Я бы спасибо сказал, хозяин. Но у тебя при всех стадах есть пастухи. Ты заменишь Дурды, Нетес. Будешь пасти его стадо. Понял? Подумай, бай. Но ведь у Дурды семья без хлеба останется. Он уходит от меня. Сам уходит. Ты баран считай хорошенько. Проверь, все ли бараны у него в стаде целы. И знай, Нетес, что за каждого барана ты сейчас отвечаешь головой. Хорошо, бай. Огонь! Подойди сюда поближе. Не бойся. Послушай, я твоего мужа Нетеса пастухом хочу сделать. Богаче жить станете, если только Дурды не помешает. Но ты можешь помочь. Сможешь, если захочешь. Может ли господин слабая женщина помочь вам в важных делах? Если женщина захочет, Агуль, она становится опаснее змеи. Может так ужалить, что большой слон падает замертво. Слушай. Бедняцкая власть
очень строго тех наказывает, кто обижает женщин. Ты скажешь, что к тебе Дурды приставал? Нет, нет. Что вы? Никогда этого не было. Ведь Дурды друг небес. А упираешься еще? Богатыми хотел вас сделать. Богатства мне не надо. Варя, не принуждай ты меня к этому, не буду лгать. Как не станешь? Искалечу. Ну что ж, убей, не могу невинного клеветать. Что же это получается? Я 2 раза считал, 5 баранов не хватает. Куда ты их девал? Вот почему он хочет уйти. Украл и бежать. Я не крал баранов. Да ты их где? Мало что украл, друга хотел погубить. Значит, я вор? Да, ты вор. Как ты смеешь, а? Сынок, меня оклеветали. Жаль, милая, умираю. Когда вырастешь, отомсти. Бедный Кадамджан, сиротой теперь остался. Как без отца расти будет? Дурды и небес всегда как братья были. Верно. А теперь, когда нам придется мстить за княжицу. Доктор Кадам Дурдеев. Больной к операции готов. Николай Иванович, к вам пришли. Сейчас. Шикарный персер. Здравствуйте, товарищ Соловьев. Здравствуйте. Очень рад видеть у нас любимую актрису. Прошу. Как себя чувствует наша балерина Джамал? Они не тревожьтесь. Джамал оперировал очень знающий, опытный хирург. Кто? Кадам Дурдыев. Мне о нем уже много говорили. Он замечательный врач. С ним знаком художник Берды Лиманов. Он мне рассказал об операциях доктора Кадама Дурдеева. Да, это редкий хирург. Присядьте. Я сейчас справлюсь о здоровье Джамала. Я из театра. Опера и балета. Здравствуйте. Художник Берды и Лиманов. Разрешите познакомиться? Соловьев. Шакирджан. Извините. Шакирджан.
просто восхитительно сегодня. Еще раз тебе обязательно напишу всю в белом. Неужели тебе не надоело писать мне? Шикерша, знаешь, когда я тебя пишу, моя кровь кипит. Я все знаю. И пенится, как горный поток. Так, Шикерджан, все мысли читаешь. Как-то ты говорила, что доктор Кадам Дурбиев заказал тебе портрет своей матери. Да. Ну вот Джамалу не делал операцию. Что ты говоришь? Ну, мне все ясно. Кадам, можно сказать, мой друг. Он тебе понравится. Вот ты увидишь. Верно? Я тебя с ним познакомлю. Вот, кстати, он сам. Здравствуйте, Кадам. Дурды, это вы справлялись о здоровье Джамал? Да. Балерина будет скоро опять танцевать. Ну, если вы ее оперировали, доктор Дурбиев, разрешите нас познакомить. Моя соседка и большой друг, гордость туркменской оперы, артистка Шекер Небесна. Здравствуйте, доктор. Здравствуйте. Мне думалось, что доктор Дурдыев это пожилой человек с большой бородой, а вы, я, кажется, говорю глупости. Простите, доктор, эти цветы вам от коллектива нашего театра. Ну что вы, я ничего особенного не сделал. Ты опоздаешь на спектакль. До свидания, доктор. Зачем я их только познакомил? Кого? И мое настроение ноль. Благодарю вас. До свидания, доктор. Когда учился любить, странно бывает в жизни. О чем же? Я вам открою секрет, профессор. Какой? Впервые я увидел Шекер в роли Зухры. Она так пела. Я был потрясен. С тех пор я в опере частый гость. Мечтал ей поднести цветы, а получилось так, что она сама дарит их. Это очень хорошо, Кадам, дорогой. Знаешь, в народе говорят, без любви жизнь, что год без весны. Вот оно как.
Товарищ Виманов, вы уходите до конца спектакля? Да. Мне спешно надо дописать портрет. Как, вы и вечером работаете? Не знаю отдыха. Служить искусству мой долг. И потом мне надо кое-что выяснить, Санаджа. Доктор Кадам, где сейчас? Не знаете? Где он? Да вот он где. И уже никогда не знать никакой зависти. Давно ты знаком с ней? Джеренджи, рядом с ней живем. Мы с Шекер дружим с детства. Она и тогда красива была. Ну а теперь она прекрасна, обаятельна, талантлива и поет, как соловей. Сама мне говорила, что любит меня, как брат. Все ясно? И вот я решил жениться на ней. Но в один несчастный для меня день она встречает молодого человека. И они друг друга сразу полюбили. Из фигуры первого плана на картине я обращаюсь таким образом. Читай. Кто же погубил твое счастье? Кто? Кто погубил? Кадам, ваш сын. Ты шутишь, наверное? Шучу. А то, что он бывает в театре каждый день, это тоже шутки, по-вашему. Не бывать этому, дорогой. Джеренджи, что ж? Джеренджи, может быть, мы еще поработаем? Нет, дорогой. Потом. Потом. Ну что, приду в другой раз. Простите, Джеренджи.
Здравствуйте. Здравствуйте. Разрешите мне вас проводить? Шакирджан, прошу, я достал машину. Садись. Я отвезу тебя домой. Бирджан, ты можешь мне оказать любезность? Прикажи, я для тебя все сделаю, Шакирджан. Тогда отвези мой чемодан, Берды. Спасибо. Все ясно. И зачем, скажи, я их познакомил? Смешно. В юности я тоже собирался стать актером. Вы шутите. В «Дракушке» я играл характерные роли. И неплохо. И очень мечтал сыграть роль жестокого хана. Значит, жестокость у вас, доктор, в крови. Оттого вы, очевидно, и стали хирургом. Вам кажется, что хирург должен быть жестоким? Разве это не правда? Каждый день оперировать людей. Каждый день видеть, как люди мучаются. В жизни ко всему можно привыкнуть. Но привыкнуть к человеческому страданию невозможно, Шакир. Знаете, после операции, даже ночью, очнешься, лежишь и мучительно думаешь, что еще можно сделать, чтобы вернуть больного к жизни. А я и не знала, вот вы какой. А я вот вас как раз такой не представлял себе. Вы мне верите? Верю. Я хочу, чтобы вы всегда верили. Когда? На днях у нас небольшое семейное торжество. 25 лет работы моей матери на фабрике. Прошу вас, будьте нашей гостьей. Спасибо. Ну, все ясно. Мамочка, ты уже встала? С добрым утром.
Ты встречаешься с Шекер Небесовой, мой мальчик? Ты угадала. Что с тобой, моя родная? Тебе не нравится, что Шекер актриса? Что ты? Хоть твоя мать и стара, но ее пугает не только, да, что эта девушка актриса. Другое пугает меня, сынок. Скажи мне, что? Я не знаю ничего плохого о ней. Говорят, она добра, скромна, и так поет. Но я прошу тебя, забудь о ней. Я только счастья хочу для тебя, поверь. Мне это непонятно. Ты не знаешь о ней ничего плохого и требуешь, чтобы я ее забыл? Все это тяжко вспоминать, сынок. Ее отец сделал тебя сиротой. Мне этого никогда не забыть, мой мальчик. Шекер дочь небес от того, кто его отца убил. Верно. Сын мой, у меня душа не старая. Мне, как и тебе, мысль о кровном месте кажется теперь дикой. Но взять в жены дочь небеса ты не можешь, когда этим ты оскорбишь память отца и ранишь сердце матери. Слушаю. Мой отец в клинике? Из колхоза Путевича звонили, спрашивали о здоровье Непесы. Его положение очень серьезно. Все, кто будет справляться, направляйте ко мне. В этом случае я бы высказался против операции. Но у него ядра запущено. И операции тут не избежать. Нужно оперировать, пока не поздно. Я понимаю, что для хирурга это очень интересный случай. Но есть же менее рискованный путь лечения. Назначим строгую диету, лечение снова. Да, но совершенно все не поможет. А шлита, которую мне удалось избежать. Вы понимаете, не тот случай.
Если больного не соперировать, он у нас может погибнуть. У меня на фронте был такой случай, Муратов. Словом, в своей диссертации я буду доказывать необходимость оперативного вмешательства в подобных случаях. Доктор Турдыев, вы, кажется, забываете, что перед вами не кролик, а человек. Но ведь нельзя спасать жизнь человека, если трусишь, как кролик. Доктор Муратов, надо осмотреть больного. Что произошло? Николай Иванович, я надеюсь, вы отвергнете это безумное предложение Кадава об операции. Я боюсь, что это нам... Вы всегда чего-то боитесь, доктор Муратов. Но я не буду виноват. Как вы себя чувствуете? Как плохо. Знаете, доктор Турдыев рекомендует операцию. Не беспокойтесь, все хорошо будет. А ты не сын пастуха Дурды? Да. А вы знали моего отца? Ты Кадам? Ну да. Не думал я, что так случится, Кадам. Что тебе меня придется от смерти спасать. А ведь я убил твоего отца. Так значит, вы не бес? Шекер, доченька, слушай, это тебе надо знать. Когда-то давно я друга убил. Доктор Муратов, вы не думаете, надеюсь, что я добиваюсь этой операции из соображений кровной мести? Я-то, конечно, так не думаю. Ты знал, Кадам, что твоего отца убил Непес? Я знал, но не знал, что наш больной и есть тот самый Непес. Николай Иванович, может и вы не верите мне, боитесь, что я мстить стану? Нет, Кадам. Я знаю тебя, знаю твою душу. Но помни, операция это очень сложная. Хирург здесь идет на риск. Вы же знаете, больной может у нас погибнуть. Операция необходима. Ты не должен сам делать эту операцию. А если Непес не выживет без операции, кто тогда в этом будет виноват? У вас в больнице много опытных врачей. Ты не один там. Это я знаю. Доктор Муратов то же самое говорил мне вчера. Верно, сынок. Видно, он знает жизнь больше, чем ты. И потом спроси Шекер, доверит ли она жизнь тебе своего отца. Ведь я не знаю, как это случается, но рука дрогнет. Боже, какой позор ляжет за нашу семью. Но если тебе нельзя оперировать.
аплодируют. Просто невероятно. Это вас вызывает. Какой успех! Выйдите еще хоть раз. Ах, Санаджан, да аплодисменты для меня. Как там отец? Но ведь зрители не знают о вашем горе. Выйдите на сцену. Санаджан, это успех. Почти весь Ашхабад аплодирует. А ваше настроение теперь немного выше нуля. Санаджан, перестань. Я привез новый портрет в нашу картинную галерею. Это шедевр. Вот. Шекер Катьяна. О, а вот это что у вас? Это пока секрет. Надо скорее повесить цена. Шекер в опере Морозко. Шекер Абада. Махи. Зохре. Маргарита. Шекерджан, я торопился, чтобы быть первым. Мне хотелось скорее тебя поздравить. Ах, Гордый, даже в такую минуту сумел меня рассмешить. У меня ведь тоже болит сердце. С некоторого времени, поверишь, Шекер, я страдаю. Все от тебя зависит. И радость, и горе, и жизнь, и смерть. Скажи, умру вот тут на ковре или на диване. Умирать тебе не стоит, выйди и дай мне переодеться. Все ясно. Мне не на что надеяться. И сердце бедное уже разбито. Войдите. Простите. Благодарю, Шекер. Вы мне доставили сегодня большую радость. Ваша Татьяна необыкновенна. Товарищ Дима, выйдет подышим свежим воздухом. Нет, меня этот воздух устраивает. Возьмите цветы. Они заслужены больше, чем те, что вы мне подарили. Сан, идемте, подышим свежим воздухом. И зачем я их только познакомил? Настроение ноль. Спасибо вам за цветы, доктор. Не думала я, что вы придете. Плохое же у вас мнение обо мне. Только вчера, когда я узнала о том, что мучит отца всю его жизнь. И вы тоже этого не знали раньше. Я очень боюсь, что это нас с вами разлучит. Возможно, вашей матери тяжело то, что мы с вами видимся. Нам очень трудно будет через это перешагнуть. Но это нужно, Шекер, это необходимо. Я обязан, Шекер, спасти жизнь вашего отца. Я это сделал. Вы разрешите мне оперировать? Но я боюсь одного, если исход операции будет смертельный. Вы, Шекер, можете меня возненавидеть. И может даже мне больно об этом подумать. Вы перестанете мне верить. Это самое страшное. Это самое страшное.
Вас заподозрит доктор в злом умысле. Кто заподозрит? Скажите мне. Мне важно, что вы думаете. Вам трудно. Я понимаю. Шекерджан! Шекерджан! Ты грустишь? Я не могу видеть тебя печальной. И зачем тебе грустить? Мы можем быть вместе. Ты плачешь? Прости. Профессору Соловьеву, садоводу Мичуринцу привет. Кадам, иди. Иди. Вырастил новую розу. Еще не решил, как ее назвать. Николай Иванович, всю ночь я думал... Неужели о моей розе думал? Нет, Николай Иванович, о больном. А теперь есть что-нибудь новое? Операция, по-моему, неизбежна. Но я прошу поручить операцию другому хирургу. Ах, вон оно что. Значит, ты себе уже не веришь. Выходит, не веришь в свой метод, Кадам. Усомнился в себе. Вот что. Но зачем вы так говорите? И вы знаете, из-за чего я делаю это. Да и сам больной, и его родные вряд ли доверят мне. Ну, что теперь с ним я поговорю? А как Шекер? Кадам, ты с ней говорил? Шекер не согласна. Я не хотел убить Дорды, а теперь всю жизнь мне нет покоя. Сам не знаю, как он оттуда сорвался. Мне бы так хотелось искупить свою вину перед его семьей. Я все сделал бы для них. Но ни Кадам, ни Джерем ничего не хотели от меня принять. Наверное, считали меня врагом. Не Песагар, вы Кадаму Дурдыеву доверяете? Доктор, если мне суждено умереть, то пусть я умру. Теперь не это меня беспокоит. Не Песагар, а беспокоиться вам нельзя. И о смерти не надо думать. Вы еще непременно побываете в Москве на сельскохозяйственной выставке. Вот. Мне так хотелось увидеть Москву. Придется ли? Конечно, придется. Обязательно. Сана, Дерде не появлялся? Мне очень надо его увидеть. Где мне его найти? Он ушел и сказал, что по важному делу. Так вы думаете, что я делаю портрет всех девушек? Нет. Вы должны знать, я ведь не портретист, а крупный театральный художник. Вы Лили Минжну, наверное, видели? Хорошая постановка? Видела. Мои декорации. А в Лебедином озере со светящейся водой. Наверное, запомнили? Запомнила. Тоже моя работа. А портреты я пишу только тогда, когда мне очень нравится модель.
что мне нужна операция и горе там капут. Колхозец так волнуется за тебя. Просили сказать, что на яблонях, которые ты посадил, уже есть зависть. И осенью сможешь собрать урожай. Ну вот, и пришла весна. Шекер, как ты думаешь, вылечит они меня, правда? Конечно, вылечат. И мы твое выздоровление обязательно отпразднуем. Они думают, что я не доверяю Кадаму Дурдыеву. Кадам Дурдыев? Да, я ему доверяю свою жизнь. Но боюсь только. Чего ты боишься? Если операция пройдет неблагополучно, то Кадама ждет много горя. А этого я не хочу. Шекер, почему ты плачешь? Все будет хорошо. Хочешь, сама поговори с доктором Дурдыевым? Отец, мне это очень трудно. Почему? Вы были с Дурдыевым врагами. А мы дружим. Кадам и я. Ты дружишь с Кадамом? Войдите. Здравствуйте. Здрасте. Здравствуйте. Ага, а вот, кстати, и дочь больного. Вы просили к вам зайти, профессор? Да-да, садитесь. Вы, очевидно, уже знаете, что операция неизбежна. Я решил поручить ее доктору Дурдыеву. Но на это нужно согласие родных. Я пришла вас об этом просить, доктор. Я был уверен, что вы ответите именно так. Спасибо. Надеюсь, вы сегодня будете на юбилее Джеренеджи? Просто не знаю, Николай Иванович. Джеренеджи... Послушайте моего совета. Обязательно приходите. Не надо огорчать Кадама.
плачешь? Джеренджи, простите. Я не хотела вас расстраивать. В детстве эту песенку пела мне моя мать. И я пела эту колыбельную, когда он был еще маленький. Многое напомнило мне эта песня. Мама, не надо, не вспоминай. И к телефону. Кто спрашивает? Из больницы. Хорошо. Слушаю. Да-да. Потерял сознание? А сейчас? Хорошо, приеду. В чем дело? Николай Иванович, только что звонили из больницы. Небесу стало хуже. Он без сознания. Кто тебе звонил? Дежурный врач Муратов. Мне надо ехать. Знаешь, я один без тебя поеду, а то мать огорчит. Нет, поедемте вместе. Ну что ж, поедем. Шокер, меня вызывают в больницу. Я должен ехать. Вы подождете? Конечно. Вы ведь знаете, я пришла сюда ради вас, Кадар. Благодарю вас. Возможно, я задержусь. Прошу, не уходите. Николай, что случилось? Ничего страшного, Джеренджи. Вы ведь мать врача и должны привыкнуть. Такова наша участь. Мы должны быть там, где нас ждут. Дорогая, ты не волнуйся. Готовьте больного к операции. Кого вы поручаете оперировать? Кадану Дурдыеву. Больной спит? Спит. Мой долг вас предупредить. Вы главный врач больницы, вам и отвечать придется. Мне хотелось бы вас спросить. Скажите, думали вы когда-нибудь о том, что дала нашему народу советская власть? Странный вопрос. А все же, как вы думаете? Вы хотите, чтобы я перечислил все по порядку? Заводы, фабрики, школы, еще право на труд и на отдых. А самое ценное? Совершенно новый человек. Это и есть самое ценное. И вот почему эту операцию я могу доверить доктору Кадаму Дурдыеву. Расширители? Скажите, это больница? Доктора Дурдыева, пожалуйста, попросите. Доктора Дурдыева? Он не может подойти. Нет, нельзя. Он сейчас занят. Конфору. Сестра. Кислород, скорее. Какой пульс? 40. Выдайте мне лоб. Простите, Николай Иванович, вас просит дежурный врач. А что, операция еще продолжается? Да. Больница? Простите, я еще раз вас беспокою. Доктор Дурдыев не может подойти? Он мне
мне очень нужен. Простите, я сказала вам, доктор Дурдыев на операции. Что произошло? Доктор Дурдыев ушел. Когда? Все ушли? И Шекер? Ведь уже совсем утро, когда? А как у тебя в больнице? Доктор Дурдыев вернулся? Я сейчас сделал операцию вашему отцу. Он будет жить, Шекер. Погляди-ка на Игулядже, от добрых вестей к ней молодость вернул.
Шекер Татьяна, Шекер Чего-Чего-Сан, Шекер Абатан и Морозко. А ты мне тоже понравилась. И ты красивая. Знаете что, девушки, я не пишу и ваши портреты. Когда я пишу таких девушек, как ты, моя кровь кипит и пенится. Пенится и кипит, как гордый бросок. Здравствуй, старик. Здравствуй. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуй, друг. Наш комиссар, товарищ Соловьев, много лет прошло с тех пор, а я тебя устал, помню. Мой дорогой доктор, как я смогу отблагодарить вас за все, что вы для нас сделали? Будете, что вы, не меня вы должны благодарить. А вот кого. Здравствуйте, Агударья. Скажите мне, кто вы? Вы так похожи на Турты. Он мой отец. Ты когда? Правильно. Небес, так это сын пастуха Дурты спас тебя от смерти. Да, Юль. Вот как Кадам ответил на старую вражду. Джеренджа, всю нашу долгую жизнь для нас врага считать. Милая Гюль, не надо в день радости вспоминать про все это. Кадам, у меня нет на свете человека дороже тебя. А ведь Я знаю, вы всю жизнь мучились. Но отца убили не вы, его убила Разбайка. Закон крови — это закон проклятого прошлого. И он ушел вместе с этим прошлым. Кадам, скажи, чего ты хочешь? Я сделаю все. Замените Отца мне небесного. Сын мой, дорогая Шекер, Кадам Джан, мои дорогие дети. Вы знаете, кто их познакомил? Это я их познакомил.